Раз, два, три. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех на нашей завершающей пресс-конференции, на брифинге, которая посвящена завершению проекта в первый раз в инклюзивный класс. Проект был реализован благотворительным фондом поддержки детей с инвалидностью и детей с ОВЗ «Харысхал» при поддержке социальных партнеров, некоторых из которых мы сегодня очень рады видеть в зале.
Сейчас у нас проходят последние звонки по всей республике, по всей России, и поэтому не всех представителей системы образования мы сегодня смогли сюда пригласить, но они также передавали привет, обещали смотреть в онлайне. Ну и по сути это такой наш последний звонок того проекта, который был нами реализован в течение этих 1,5 лет. На самом деле эти 1,5 года пролетели очень быстро, и важно сказать, что это был первый проект, победитель фонда президентских грантов, который был реализован нами в фонде. То есть ранее фонд Харис Халл ни разу не получал гранты фонда президентских грантов. В начале нашей пресс-конференции я хотела показать видео одного очень крупного чиновника, Юлии Сачко. Она является замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения России. Эти слова, то видео, которое хотелось бы показать, слова она говорила на заседании Общественной палаты России при подключении в присутствии абсолютно всех регионов. И в первую очередь она сказала очень важные вещи, и позвольте я вам их скажу вот так, что закон об образовании, те изменения, которые в него вошли с 1 сентября 2013 года, уже почти 11 лет назад, о том, что в российскую действительность включено совсем другое изменение в системе образования, что сейчас ребятишки с нарушениями совершенно различных нозологий могут получать образование в форме инклюзии и не обязательно в форме в коррекционных классах. Это был первый момент, который вызвал у некоторых в зале некоторые вопросы, хотя закону уже по сути 11 лет. И второй момент, который был озвучен, о том, что участниками процесса образовательного в обязательном порядке вот с того 2013 года являются родители. Именно на этих двух постулатах, по сути, и строился наш проект, который мы реализовывали с начала 2023 года. И он был направлен на работу с 3 категориями. В первую очередь с родителями, во вторую очередь с педагогами и в третью очередь с органами власти. К счастью, нам удалось найти в некоторых аспектах точки соприкосновения. Что-то у нас получилось, но я как руководитель фонда могу говорить, что, возможно, что-то и не совсем. Именно это мы сегодня и хотели бы обсудить, что не получилось, что можно было бы изменить и что мы можем, самое главное, сделать в будущем для того, чтобы этот проект не прекратился здесь и сейчас, а продолжал свою работу, и количество классов открытых в общеобразовательных школах росло, и понимание наших родителей, что бывает по-разному, также ширилось, и была такая более спокойная психологическая обстановка, что было, наверное, для нашего проекта самое важное. В первую очередь важно сказать о предпосылках проекта. Они возникли еще до его начала. И на самом деле проект возник от желания и запроса родителей. Этот запрос был даже громким, можно так сказать, потому что родители выступали в том числе через СМИ. И вот о предпосылках возникновения проекта я хотела бы предоставить слово нашему самому главному социальному партнеру Олесе Эдиковне Кондратьевой, руководителю регионального отделения Всероссийского общества родителей детей с инвалидностью. Олеся, пожалуйста, к микрофону. Как вы думаете, почему наш проект возник, для чего, о чем говорили родители? Мы просим включить микрофон. Все, работает. Олеся, пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего итогового мероприятия. Почему мы говорим о предпосылках? Да, потому что, конечно, это обсуждалось не 1 год, да, и предпосылки для создания такого проекта были давно. Я даже не могу сказать, сколько времени. Всегда возникала такая проблема, когда ребенок с особыми образовательными потребностями идет в 1 класс.
перед родителями стоит много вопросов. Куда ребенок пойдет, как он будет учиться, как он социализируется в классе, да? И если мы говорим о законодательстве, ребенок имеет право обучаться в ближайшей к месту жительства школе. И задача всех структур в том, чтобы этот ребенок чувствовал себя комфортно и получал все необходимые условия для образования. Такие проекты, как «Первый раз в инклюзивный класс», это очень важный проект в том, что мы стали говорить об этом открыто, в том, что благотворительный фонд вообще итогами это 5 классов, в которые пошли дети и которые успешно закончили в этом году 1 класс. Конечно, есть нюансы, что не всегда в штатном расписании есть специалисты необходимые, да, для образования особенных детей. И, конечно, над этим работаем мы все совместно, и благотворительный фонд, и Министерство образования, и Управление образования. Самое главное, что родители начали слышать и воспринимать как полноправных участников учебного процесса. Потому что самое главное – это наши дети. И нам важно, как наши дети будут чувствовать себя в школе, как они будут учиться и что будет дальше у них после школы. Конечно, такие проекты не нужно прекращать. Вот мы говорим о завершении сегодня этого проекта. Не нужно, чтобы он завершился. Вот 1,5 года прошло, и важно, я думаю, нашим органам власти исполнительной перенять эстафетную палочку у благотворительного фонда и на опыте этого проекта продолжить подобную программу для будущих первоклассников, чтобы каждый год первоклассники, которые идут в школу, вообще образовательные школы, имели возможность подготовиться, подготовились родители и подготовились педагоги к учебному процессу. Благодарим фонд за такие очень нужные и важные проекты. Они действительно создают будущее наших детей. Спасибо. Спасибо большое, Алисия Эдиковна. Давайте поаплодируем. Кроме этого, нам оказывалась постоянная такая юридическая правовая поддержка от ВАРДИ, поэтому мы также благодарим за эту поддержку, потому что на самом деле без вас мы бы, наверное, не справились при реализации этого проекта, ну и в целом нашей работы. А официально наши задачи звучали как создать условия для успешной адаптации ребят со статусом ОВЗ или с инвалидностью, которые впервые поступают в школу, оказание методической поддержки специалистам школ из числа тьюторов, педагогов, классных руководителей, психологов, логопедов через проведение таких хороших, качественных курсов повышения квалификации и проведение работы с представителями органов власти с целью разработки механизма по созданию ресурсных инклюзивных первых классов в нашей республике. Что же получилось реализовать из этих задач, насколько хорошо? Я хотела бы спросить я без преувеличения скажу, что сердце и души этого проекта Елизаветы Зарубиной, руководители программы и проектов нашего фонда. На самом деле весь проект держался на Елизавете, потому что она была держателем пониманий, знаний и, самое главное, в части грантового проекта, заполнятелем всех отчетов, что, как вы понимаете, кто с этим сталкивался, было самое сложное. Елизавета, пожалуйста, можно показать вашу презентацию. Давай отсюда. Сказали, что Хорошо. Ага, хорошо. Добрый день. Пожалуйста, можно презентацию запустить? Ну давайте я пока начну. Дело в том, что я пришла работать в фонд в 2022 году, и до этого я по большей части была связана с фондом как родитель и как специалист, который раз от раза оказывает психологические услуги и консультации по профориентации. И когда я работала с большими ребятами возраста 15, 16, 18 лет, возник вопрос
именно продолжение образования, потому что когда ребенок уже большой, и у него, например, нет аттестата, фактически его жизнь, да, академическая, она обрывается, и непонятно, почему так произошло. К сожалению, кликера у меня нет, поэтому нужно будет, наверное, кликать. И получается, что очень важно было для меня самой понять, почему так происходит, кто решает, что у ребенка будет аттестат, а не будет аттестат, почему родители не задают эти вопросы раньше, как вообще обстоят в этом дела. И получается, что когда ты находишься к этому процессу, со стороны, тебе кажется, что нужно сделать 2-3 действия, и все решится. И поэтому проект для меня стал таким больше исследовательским вопросом в этой деятельности, погружение. Мы, как люди новые в фонде, да, поняли, что это очень было важно сделать. Пожалуйста, дальше. И все началось с того, конечно же, что мы изучали практики, которые были до того, как мы решили это сделать. Мы ни в коем случае не говорим, что только наш проект является ключевым, да. Опыт инклюзии был и есть до нас, но, к сожалению, это почему-то не превращается в какую-то систему. И, например, если есть школа, которая готова принять наших ребят, есть активная жизненная позиция родителей, и если звезды на небе сходятся, то все хорошо. Но если каждый год наши дети идут в школу, и этот процесс, он ни от кого не исходит, оно как-то так и протекает между как-то не совсем понятно, удобно и комфортно для всех участников этого процесса. В 2018 году на сайте Добро Саха размещена такая интересная публикация, когда первый ресурсный класс был открыт в 35-й школе. Опыт школы номер 35 был для нас ключевым, потому что мы консультировались по поводу написания проекта, изучали, как это должно быть. У школы очень хорошее материально-техническое оснащение. И благодаря консультациям школы, фактически, мне кажется, нам и повезло, что мы разобрались в некоторых вопросах на самом начале этапа. Очень отрадно, что у нас сегодня есть Зинаида, это мама, которая непосредственно курировала данный проект в 2018 году. Если будет время, мы, я думаю, тоже предложим, да, высказаться по этому вопросу. К сожалению, я всегда немножечко обижаюсь, когда наша тема немножечко задвигается. Наша тема, это я имею в виду количество детей с инвалидностью и с ОВЗ, потому что я как человек, который в этом живет и дома, и на работе, для меня это кажется повседневностью, да. И на самом деле проблема заключается в том, что количество детей с инвалидностью, оно ежегодно растет. Например, сейчас в республике проживает 7,5 тысяч детей с инвалидностью. То есть у нас есть некоторые поселения, в которых даже население меньше. Представьте, 7,5 тысяч детей одновременно. И все эти дети когда-то вырастут. То есть нам, как взрослым, осознанным гражданам, нужно подумать, какую среду мы создадим в нашем социально ответственном государстве для того, чтобы всем было комфортно. В том числе, в числе количества этих детей есть и наши дети, которые также нуждаются в создании этих условий. И на сегодняшний день в базе фонда состоит 826 детей с инвалидностью, которым необходимо принять решение о том, как начать свое образование. Тут есть целевые группы или участники проекта, но вообще фонд не является, организацией, которая встроена в систему образования, но мы решили, что мы можем выступить своеобразной площадкой, которая объединит родителей, непосредственно самих детишек, педагогических работников и органы исполнительной власти для того, чтобы была возможность поговорить. Потому что этот вопрос, он настолько эмоционально, заряженный, что иногда наши совместные встречи могли не достигать какого-то результата, но благодаря медиации со стороны фонда мы могли этот вопрос так или иначе удерживать в рамках конечного блага для наших детишек. Мы начали с того, что мы провели комплексную диагностику для наших детей. Вообще в рамках проекта мы отобрали 100 семей. Это 100 детишек, у которых был вопрос по тому, с чего начать образовательный маршрут ребенка после детского садика. Так получилось, что
Ну, вообще у наших детей есть особенности, в том числе и возрастного диапазона, то есть наши дети могут пойти в школу и в 6, и в 7, и в 8, и в 9 лет, и поэтому мы немножечко сделали такой расширенный возрастной диапазон. На моей презентации есть в правом нижнем углу QR-код. Этот QR-код ведет на все публикации, которые мы выпускали, когда наше мероприятие завершалось. Ни в коем случае комплексная диагностика не противоречит и не заменяет комиссию ПМПК. Объясню, для чего мы решили провести свою комплексную диагностику. Дело в том, что нарушения, с которыми сталкиваются наши дети, это, например, проблемы в обучении, поведении, так или иначе корректируются с помощью прикладного анализа поведения. И в связи с тем, что АВА-терапевт это не имеется на сегодняшний момент профстандарт вот для данного специалиста, этого специалиста в системе образования нет. Но, к сожалению, либо к счастью, эта практика единственная научно доказанная, которая сейчас помогает нашим детям полноценно адаптироваться и жить в этом мире. Вот. Территориально так случилось, что родители стремятся переехать в город Якутск, поэтому очень большой отклик мы получили, конечно же, с города Якутска, из пригородов, и тем не менее с республики также были вопросы. Вот. Получается, далее, после того, как мы провели диагностику наших детишек, мы у каждой семьи взяли адрес, где они проживают, и обратите, пожалуйста, внимание на слайде, как наши дети рассредоточены в целом по городу Якутску. То есть в теории в каждой школе должен быть островок инклюзии, куда наш ребенок может пойти по прописке без страха за в целом свое будущее. Вот. И с этими данными мы пошли в управление образования и сказали, что, к сожалению, 35-я школа не может принимать всех детей каждый год. Вот, в коррекционных школах места всем этим детишкам также не хватит, и поэтому давайте подумаем, что мы могли бы сделать для того, чтобы вот это вот стало нашей реальностью. Вот. И получается, также мы активно вовлекали в этот вопрос родителей и специалистов, потому что мы убеждены, что без предварительной подготовки невозможно, сделать правильный выбор. К сожалению, есть некоторая история, когда, например, родители откладывают этот волнительный вопрос до конца августа, и были запросы в фонд, например, 30 августа, а куда мой ребенок может пойти в школу? Вот. Мы рапортуем за активную родительскую позицию, которая заключается в том, что нужно очень конструктивно и чуть-чуть заранее подходить к вопросу образования своего ребенка. К сожалению, так сложилось, что если наш ребенок имеет особые образовательные потребности, необходимо подходить к решению этого вопроса с такой проактивной позицией. Вот. Также мы провели форум инклюзивного образования, где нам было важно изучить непосредственно отношения наших специалистов, педагогов, людей, непосредственно которые работают, так сказать, в поле с нашими детишками и непосредственно теми, кто ежедневно в своей тяжелой, непростой работе сталкивается с некоторыми трудностями и зачастую даже не знает, куда с этими трудностями пойти. Вот. Нам очень повезло, на нашем форуме специалисты представили свои уникальные практики, которые они реализуют вот в своей практической деятельности, и мы смогли собрать сборник лучших практик, когда каждый, кто, например, впервые сталкивается с этим вопросом, может скачать, посмотреть и что-то применить в своей работе. Нам очень повезло, в рамках форума приняли разные, так сказать, лица, принимающие решения в вопросе образования, и мы обсуждали разные вопросы, начиная от финансирования, заканчивая количеством ставок, работы с родителями и так далее, и так далее. Вот. И получается, что одной из преимуществ нашего проекта заключалось в том, что мы формировали коробки с с товарно-материальными ценностями, я их так называю, да. Это небольшая коробка с развивающими игрушками, которые мы передали в наши школы-партнеры. Это школы, которые присутствовали на наших мероприятиях, непосредственно куда наши детишки пошли. И также мы передали некоторые из них в районы, потому что, как стало нам вот в процессе работы известно, например, в Нерюнгри данный вопрос стоит так же актуально, как у нас в Якутске.
Вот. Сейчас мы хотели бы вам немножечко рассказать о ноу-хау, которое мы опробовали в рамках проекта. Это также площадка по подготовке к школе. То есть это... Здесь стоит переключиться на видео фоном или презентация? Да, фоном. Можно видео да, фоном да, включить? Да. Угу. В общем, что мы решили сделать? У нас возникла очень смелая, дерзкая идея на одной площадке соединить наших специалистов, непосредственно которые наших ребят встретят 1 сентября в школе, наших детишек и родителей, которые планируют пойти в школу с 1 сентября, и непосредственно создать вот такую вот, как сказать, демо-версию школьной жизни, но в чуть более комфортных условиях. Мы вообще столкнулись со сложностью поиска специалиста, который мог бы курировать этот вопрос, потому что это немножечко отличается вот от базовой как бы педагогической практики, да, вот, и из-за чего были некоторые трудности. Но в связи с тем, что о площадке родители, как сказать, проявили повышенный интерес, мы попытались охватить то количество, которое было возможно. Это 30 семей, которые смогли посетить нашу площадку. Они работали под направлением, под кураторством нашего специалиста, который вел у них уроки, а наши специалисты школ осуществляли тьюторскую функцию и сопровождали наших детишек в процессе. Интересно было вообще столкнуться с тем, что когда вот первый день родители проводили своих детишек, и родители не уходят. Ну, то есть для того, чтобы понять, с чем сталкиваются родители, это было вообще картина маслом, потому что мы им говорим: пожалуйста, оставьте своего ребеночка, уходите. Нас вот 5 взрослых, мы как-нибудь справимся. 2 часа, пожалуйста, через 2 часа приходите. И было физически сложно, как сказать, как-то отсоединиться от своего ребенка, потому что вопрос образования и вообще реабилитации и социализации кажется настолько травмирующий, что ты боишься кому-то доверить своего ребенка, кроме себя. Но тут же и вопрос в том, чтобы делегировать вот эту вот ответственность за своего ребенка специалисту, которому ты доверяешь. Вот. Поэтому можете посмотреть. Вот у нас есть некоторые фотографии, зарисовки, где вот иногда приходилось двигать парты, кто-то не сидел за партой. Родители смогли потом взять обратную связь у специалиста для того, чтобы понять, что еще можно сделать, что можно сделать успеть до 1 сентября, чтобы у ребенка более-менее была хорошая, комфортная адаптация. Вот. Нам очень повезло в том, что в 2023-2024 учебном году мы их называем 3 словами, потому что, к сожалению, законодательно этот вопрос мы никак не можем регламентировать. Мы их называем коррекционный дефис, ресурсный дефис, инклюзивный дефис, классы. То есть это малокомплектная форма обучения для детей с инвалидностью в рамках общеобразовательной школы. Мы понимаем, что есть некоторые споры вокруг того, как это назвать, как это нужно правильно организовать. Но смысл в том, что для нас было важным, чтобы дети обучались именно в общеобразовательной школе. Вот. И в этом учебном году, который завершился, ресурсные, инклюзивные или коррекционные классы распахнули свои двери в школах номер 3, 32 и 39. Мы бесконечно благодарим коллег за эту смелую авантюру, потому что для них это также было в первый раз. И управление образования также сказало о том, что если данная практика приживется в этих школах хорошо и покажет себя с позитивной стороны, у нас будет вообще дерзкая цель и задача, чтобы в каждой общеобразовательной школе был такой класс. Это прям наша мечта, к которой мы идем. Также вновь была создана семейная группа. Это форма семейного образования на базе вновь созданной коммерческой непартнерской организации, полностью самофинансируемая деятельность от родителей, когда дети обучаются по семейной форме и нанимают непосредственно себе учителя. Закреплены они к своей школе по прописке, но обучаются они в таком как бы индивидуальном формате помимо школы. Вот. Ну и, конечно же, важной частью нашего проекта это было
запуск нашего учебного центра Harshal Skill. Об этом мы расскажем вам чуть-чуть более подробно немного позже. Вот. Также совсем недавно завершились супервизии со специалистом по прикладному анализу поведения. Вообще эта практика была также новой, и не всегда люди понимали вообще, что это такое, зачем это нужно. Но если кратко, то наши учителя, к сожалению, оказываются в такой, как правильно сказать, в очень незащищенной обстановке. То есть вот смотрите, когда, например, мы приводим ребеночка в школу, мы же его оставляем и уходим. И, например, вот я как учитель, а что если, например, ребенок меня укусит или убежит от меня куда-то, я буду абсолютно во всем виноват, при этом нормы закона меня никак не защищают, да? И я не могу, вот, как сказать, понять, какой механизм у меня вообще будет правоприменителен ко мне, кроме того, что я буду в любом случае точно виноват. Вот. И вот эти проблемные вопросы, которые возникают у специалиста, учителя, тьютера, логопеда, они связаны с разными вопросами. Вопрос взаимодействия с родителем, вопрос по тому, как правильно организовать учебный процесс, как подготовить программу. И вот на супервизиях мы разбирали вот эти вот волнующие вопросы, которые звучали по-разному. Например, а как сделать, чтобы вот посадить ребенка за парту? А как, например, попросить родителя оставить ребеночка и как бы не присутствовать во время учебного процесса и так далее. Вот. Нам очень повезло в том плане, что Центр проблемы аутизма является такой, как бы ведущей организацией в реализации модели ресурсного образования, и они в партнерстве с нашим фондом выделили специалиста, который, живя по московскому времени, мог присоединяться к нам и мог, как сказать, осуществлять с нами контакт. Вот. Здесь у нас есть контакты. Если вдруг у вас будут вопросы, пожелания, предложения, я готова передать. Спасибо большое. Кратко, Елизавета, как вы оцениваете реализацию проекта? Очень кратко. Как? На какую оценку? Что бы вы себе поставили? Из 5? 3 с плюсом или 4 с минусом? Хорошо, спасибо, очень самокритично, на мой взгляд. Спасибо, это были такие максимально быстрые, краткие итоги того, что нам удалось сделать. И мы хотели бы получить некоторую оценку, да, обратную связь от того человека, который на самом деле незримо, но всегда была рядом с нами, Ольга Ильинична Алексеева, курирует в Министерстве образования и науки Республики инклюзивное образование, но кроме этого курирует еще ряд вопросов, поэтому всегда супер занятой человек. Ольга Ильинична, оцените, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, родители, все заинтересованные участники сегодняшнего нашего совещания. Да. В первую очередь, да, действительно, у нас ежегодно растет количество детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы называем это дети с особыми образовательными потребностями. Да. На сегодняшний день их число у нас 9317. Это не только дети с инвалидностью, но и дети с ограниченными возможностями здоровья. Из них у нас количество более 2200 обучаются у нас в специальных коррекционных школах-интернатах, а остальные обучаются в общеобразовательных организациях. На сегодняшний день, да, на федеральном уровне, на региональном уровне очень много проводятся мероприятия, всероссийские форумы. Да. Вот мы в этом году принимали участие в Машуке по детям в развитии неслышащих, обучающихся у нас было всероссийский форум. Также было у нас по развитию специального образования, специальных коррекционных учреждений в городе Москве. То есть у нас идет очень активное в нормативно-правовом плане, да, практическом, очень большое внимание со стороны правительства Российской Федерации, но и у нас на региональном уровне. Что мы имеем на сегодняшний день? Кратко, да. Вопрос развития инклюзивного образования. Здесь хочу подчеркнуть еще раз, да, по нормативному. Если у нас понятие инклюзивное образование и специальное образование. Специальное образование – это специальные коррекционные школы-интернаты.
Инклюзивное образование – это же в общеобразовательных школах, где обучаются наши детки с особыми образовательными потребностями. Это инклюзия, коллеги. Если в классе обучаются только дети с инвалидностью, наши с особыми образовательными потребностями, то это ресурсный класс. Никак не может быть инклюзивным классом, если там нету, так скажем, здоровых детей. Если они вот две категории обучаются совместно, вот, за партой, да, друг за другом, за параллельной партой обучаются, то это инклюзивный класс. Да, на сегодняшний день имеется ряд, так скажем, ведется работа, не то что проблема, да, не готовы в том плане 100%, что и сами родители, но и педагоги, сами детки 100% на сегодняшний день не готовы по полноценное развитие инклюзивного образования. Но у нас ведется работа по этому поводу, да, приняли ряд нормативно-правовых актов. Таким образом, у нас есть концепция развития инклюзивного образования, утверждена приказом Министерства образования. Да? У нас есть координационный совет инклюзивного образования. Вот Олеся Эдиковна у нас присутствует, является членом состава этого координационного совета, председателем которого у нас является заместитель председателя Семенов Анатолий Аскалонович. Также у нас утвержден комплексный план по развитию инклюзивного образования в части дополнительного образования, летнего отдыха и оздоровления детей с инвалидностью. И на основании этого в этом году впервые у нас откроется летний лагерь на базе Республиканской специальной коррекционной школы-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи. Вот буквально с 15 июня по 5 июля для детей с нарушениями речи. То есть это у нас первое на республиканском, на государственном учреждении на базе, да, мы проводим такую практику впервые. А со следующего года планируется во всех школах-интернатах. То есть это когда детки у нас в общеобразовательных образованиях обучающиеся смогли за короткое время и пройти оздоровление, и пройти ряд реабилитационных, коррекционно-развивающих мероприятий, да, именно с помощью педагогов, которые занимаются являются узкими специалистами, которых не хватает в общеобразовательных школах, в обыденных. Также у нас имеется не то что пробел, не то что проблема, да, а нехватка узких специалистов. Об этом открыто мы говорим, мы с вами знаем это, что в общеобразовательных школах, во всех муниципальных образованиях есть вопрос по нехватке. Это дефектологи, узкие специалисты, да. Даже в некоторых у нас отсутствуют логопеды, не во всех образовательных школах имеются. И если привести кратко, да, вот вообще было понимание, что мы имеем на сегодняшний день. Так, кадровое обеспечение. Вот, тьютор-ассистент, помощник, то есть, да, при наличии детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно одна ставка на каждые с 1 на 6 учащихся должен был быть предусмотрена эта ставка в общеобразовательной школе. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, также одна ставка на каждые от 6 до 12 учащихся в общеобразовательной. Но на сегодняшний день количество логопедов у нас составляет 561 специалист, что составляет из всех нуждающихся охватом обеспечены 82%. Опять же таки здесь, да, и дефектологи у нас 109 всего лишь, это 17,5% мы охвачены.
О чем это говорит, да, друзья? Это то, что надо продвигать, надо, чтобы наши выпускники школ, да, обучались, взяли престижность этих профессий, а также потом возвращались в те же самые школы, в свои школы, чтобы у них был стимул, да, дальше работать, помогать нашим деткам. То есть это, понимаете, настолько вот общественная такая исходит, вот то, что мы проблемы, вот мы работаем, вот то, что вот выявлены с нашими уже детками, а мы должны уже смотреть изначально то, что вот от педагогов, от узких специалистов, от их обучения. Вот. И нами уже на государственном уровне, на региональном задачи поставлены, имеется ряд документов. Еще в будущем у нас будут разработаны, да, нормативно-правовые порядки. Касаемо поддержки именно педагогов, да, у нас было принято в декабре 2021 года постановление. Можно мы вернемся к проекту? Давайте к проекту. Вот вы заметили то, что проект был реализован? Может быть, были какие-то изменения в целом в обществе, которые вы ощутили или нет? И чем фонд в будущем мог бы помочь претворению тех планов, про которые вы говорите? Безусловно, это практика, это первые наши движения, наши совместные, да, наши движения. Это в первую очередь, конечно, мы рады. Всегда надо, если есть проблема, мы должны двигаться. Главное двигаться. И хотелось бы, чтобы во всех муниципальных районах такие же у нас практики, такие проекты были реализованы. Хотя бы в муниципальных районах, в центрах, не в самих деревнях, да. И вот когда мы проводились, да, на практике, в этом году у нас в феврале был проведен дни Института коррекционной педагогики с города Москвы, к нам приезжали, целую неделю у нас проводились, и по инклюзии к нам приезжали с Хангаласского, Статинского, Сусялтанского районов, да, и выступали. Там очень хорошая работа ведется на местах. Вот есть те же самые, да, которые можно ресурсные тиражировать. классы, да, есть, работа ведется. Она ведется, понимаете, в том плане, то, что на уровне, вот они же знают друг друга в деревнях, кто-то Иванов, Петров, да, и вот это вот ребенка идет эта работа, этот проект реализуется. Просто надо грамотно это составить, тиражировать, да, и как раз вот это вот ваш проект первый раз в инклюзивный класс очень мог бы помочь. Благодарим за обратную связь. Ну и хотелось бы от наших родителей передать, да, я знаю, что вы сейчас уже уходите, не сможете быть дальше. Последние звонки звенят сегодня, да, везде. Нужно больше и чаще подключать родителей в этот процесс, потому что они важное звено. Это можно делать через наш фонд. В принципе, для этого фонд и был создан. Ну и от нашего фонда мы хотели бы вручить вам благодарственное письмо за то, что вы всегда рядом с нами, приходите, разъясняете, рассказываете. Давайте будем продолжаться оставать на связи. Тут аплодисменты должны быть. Спасибо, коллеги, за сотрудничество и надеемся на дальнейшие плодотворные работы для всего развития, во благо развития и образования наших детей. Спасибо большое. Когда было принято решение о том, что будут открываться ресурсные классы, это было озвучено на нашем форуме инклюзивного образования, это решение, вероятно, как мы знаем, для некоторых руководителей образовательных организаций было большим сюрпризом. Будем говорить прямо. Сегодня мне очень радостно, что к нам смогла прийти директор школы номер 32 Лидия Николаевна Афанасьева. Давайте передадим ей слово. Скажите, как это было? Было ли сложно? Поддерживали ли вас родители? Как вы нашли педагога такого талантливого, который начал работу в этом классе? Лидия Николаевна, пожалуйста. Начну сразу
наверное, с конца, с проблем, которые были озвучены вот Ольгой Ильиничной. Это как раз проблема кадров, это как раз проблема материально-технического обеспечения этих классов. Потому что для нас действительно это как снег на голову свалилось, сама информация, нас в августе месяце буквально собрали и предложили открыть эти классы. Будучи человеком, ну, немножко авантюрным, как все директора, наверное, я дала согласие и хочу сказать, что нисколько об этом не жалею. Почему? Ну, во-первых, хотя трудности были, потому что, нужно было вот... Когда мы ждем гостей, а это особенные гости, мы всегда свои даже квартиры готовим. А уж к приходу таких долгожданных гостей, и тем более с особенностями, нужно было, конечно, готовиться более тщательно. Более долгое время нужно было. Нужно было заранее, за год хотя бы пересмотреть финансирование, посмотреть, что мы можем купить, что мы можем... Как это сделать, потому что каждый директор зажат в рамках вот финансовой деятельности в определенных законах. И, конечно, получив такое неожиданное событие, мы должны были прореагировать, мы должны были на него откликнуться. Скажем, на первых порах, конечно, было очень сложно. В чем заключались сложности? Мы знаем, что городские школы, во-первых, все перегруженные. Раз. Сложно было выделить кабинет. Это первая большая проблема. Вторая проблема. Кабинет нашли. Кабинет, конечно, не тот, который хотелось бы для таких детей, потому что им нужна зона отдыха, им нужна зона развития, им нужна отдельно игровая зона. Получилось так, что игровую зону вынесли в рекреацию, зону отдыха сделали из дивана обычного, поставили в классе, и при этом... Кабинет организовали из тех парт, которые у нас были. Кинулись искать специалистов. Тоже сложно. Вот уже озвучила Ольга Ильинична, что со специалистами, со специальными людьми, которые должны работать. Но нам повезло, опять-таки, к сожалению, очень много в школах сейчас выстраивается из личных связей. Личные связи заключались в чем? Что у нас был контакт со школой 34, и мы оттуда нашли специалиста, прекрасного учителя. И этот учитель на самом деле научил нас очень многому в работе с такими детьми. Когда я вижу Галину Егоровну, гуляющей с Арсенчиком по коридорам, а что вы тут делаете? А мы знакомимся, а мы вот показываем, я ребенку учу, как нужно двигаться, куда ходить, как ходить. И на самом деле вот все эти проблемы, они, конечно, существуют. И цифровые технологии в эти классы нужны, конечно, нужны. И развивающие игры, настольные в том числе нужны, конечно. Нужны помимо этого двигательные какие-то игры. Вот все это нам предстоит закупать. Но, к сожалению, статья 310, по которой мы приобретаем учебники и материально-техническое обеспечение школ, она очень ограничена. И очень много сейчас у нас съедают учебники. И поэтому средств именно на развитие. И вот сейчас Харысхал очень хорошо отработал в том плане, что вы создали диалоговую площадку между властью, родителями, учителями, школами. За это мы вам очень признательны, за эту диалоговую площадку. И вот здесь, может быть, нужно все-таки готовить Министерство образования, Управление образования в том, чтобы нам на эти классы давали дополнительные средства. Нам спасибо Управлению образования, что выделили кадры, но, к сожалению, полностью обеспечить этот класс кадрами не удалось. Мы нашли прекрасного тьютора, которого мы очень долго искали, который по профессию оказалась и дефектологом, и психологом, и логопедом. То есть нам повезло, но опять-таки в этот класс пришли дети с разной нозологией. У нас, получается, есть и особенный ребенок, есть дети с РАС, и есть просто дети с УВЗ, которые обучаются в этом классе. И, соответственно, наверное, тьютор должен быть не один, потому что вот эти дети с разной нозологией, они требуют разного к себе внимания. Один ребенок хочет посидеть, другому ребенку уже надо выйти поиграть, третьему ребенку нужно отвлечься, и поэтому тьютор, наверное, на такой класс, который вот собран, нужен не один. Так,
ну вот поиск ресурсов и кадровых вопросов как бы у нас завершился благополучно, но дальше, когда пришли родители, у нас первое, что началось общение с родителями, знаете, ну не скажу слово скандал, но с неприятных таких разговоров. Они приходили и говорили: Лидия Николаевна, это и все, что вы нам дадите. И вот здесь, вы знаете, приходилось самой быть психологом, разговаривать и объяснять родителей, успокаивать, что мы готовы, самое главное, к сотрудничеству. И вот, ну, Люция, которая здесь сидит, тоже были неприятные разговоры, приходили с требованиями. Конечно, и родители здесь правы, потому что их требования вполне оправданы. Но мы нашли общий язык, к чему я очень рада. Мы нашли зону вот соприкосновения, работы. И, ну вот, присутствие Люции, я думаю, сейчас несколько слов все-таки мы дадим родителям, да, потому что я слышу в ответ, когда вот мы последний раз общались, готовясь к сегодняшнему форуму, я слышала слова благодарности, что спасибо, что школа все-таки приняла нас, что социализация детей состоялась, дети меняются, и родители это отмечают. Но самое главное, наверное, мы получили как школа уроки доброты. Наши дети, видя этих детей, начинают откликаться, начинают помогать, начинают, ну, быть добрее. И плюс к этому, конечно, мы поняли свои проблемы, поняли пути решения и где нам нужно, вот, что делать и над чем работать. И, конечно, большое спасибо, еще раз хочу сказать Карысхалу за встречу с Елизаветой Эдуардовной, которая вот была вдохновительницей по открытию этих классов. Большое спасибо родителям за понимание. Спасибо, что эти проблемы перестали в государстве умалчиваться. И сейчас открыто, уже с уст президента мы слышим, что необучаемых детей у нас нет. Каждый ребенок должен получить свое образование, должен пройти этот путь и, в общем-то, получить свою долю социализации. Вот. На этом Спасибо большое спасибо за ваше неравнодушие и ту авантюру, в которую вы ввязались, да, что у вас вот эта вот толика авантюризма все же была. Надеюсь, что для других директоров это вдохновительный опыт, а не негативный, да, покажется. Нет, негатива здесь абсолютно никакого Супер, нет. это вот самая главная оценка для нас. Давайте этому поаплодируем. Да, было озвучено, что наши родители иногда острые, на что они абсолютно имеют право, мы с вами это понимаем. И одному из самых острых родителей, я бы так сказала, я хотела бы передать слово. Антонина, мама классного парня Тимура. Тонь, пожалуйста, как твой парень пошел в 1 класс? Какие новости? Добрый день. Вчера мы закончили 1 класс, и прям с облегчением, можно сказать, мы выдохнули, то, что 1 класс закончился, ребенок понял, что такое ходить в школу, что нужно выполнять иногда задания, которые дают, хотя домашние задания наш учитель, Людмила Владимировна, она не настаивает на том, чтобы дети выполняли домашку дома. У Тимура немного другая программа, можно сказать, чем у его одноклассников. Это коррекционный класс в 3-й школе. Все дети либо с инвалидностью, либо с УВЗ. И, то есть, я вижу разницу. Были дистанционные уроки во время карантинов и так далее. И я вижу то, что другие дети, одноклассники, они очень хорошо отвечают на все вопросы, выполняют задания. То есть задается пример по математике, дети отвечают, как бы там проблем таких нет. Обычные первоклассники выполняют обычные задания. Мой ребенок в это время, звук выключен, бегает по квартире, орет, просто ничего не делает, не сидит. Здесь, например, присутствует наш логопед Елена Анатольевна. С ней на занятия он тоже не подключался онлайн, но очно, в принципе, ребенок реагирует хорошо и занимается. В проект «Первый инклюзивный класс» мы проходили, то есть ребенок что получил, какие услуги? Услуги комплексной диагностики для оценки подготовленности к школе. Ребенок посещал обычный садик, то есть это были условия инклюзии.
абсолютно обычный муниципальный садик со всеми там 35 детей, стандартно, как у всех. Ребенок не разговаривает абсолютно, точнее не разговаривал до того, как он пошел в школу. Затем мы пошли уже вот в пробный первый класс в августе прошлого года, что нам очень сильно помогло, потому что это помогло снять у нас, как у родителей, тревогу, то, что ребенок пойдет, то есть то, что он вообще морально готов сидеть в классе, слушать и оставаться в условиях школы. Там он познакомился со своим классным руководителем, с некоторыми одноклассниками, и когда мы уже пошли в школу, он уже знал этого взрослого человека, другого взрослого человека, и для него это уже было спокойно. И некоторых ребят тоже знал, 2-3, и они вот закончили, и сейчас получается очень благополучно, и нам очень повезло с тем, что вот проблемы с кадрами, да, у нас это было, тьютера не было длительное время, но сейчас у нас есть один тьютер, один логопед, психолог, и вообще я так поняла, то, что весь педсостав, который работает с нашими детьми, он уже имеет очень богатый опыт и все уровни квалификации, наверное, которые требуются для работы с особенными детьми. И самый главный результат, то, что ребенок у меня был безречевой, пошли в школу мы поздно, сейчас ребенок разговаривает, немножко невнятно, но все равно уже предложениями. То есть поэтому результат очень хороший. Мы очень рады, что третья школа согласилась открыть такой класс. Детей всего лишь там 10, и, по-моему, результаты у всех очень хорошие, как я вижу. И поменьше бы дистанта, да? Да, Вот поменьше дистанта было. Школа очень активная, она закрывается не только на просто дистанционно, то есть там проводятся какие-то городские мероприятия, республиканские мероприятия. Ребята тоже имеют возможность там участвовать? Кажется, Нет. пока нет. Ну, надеюсь, что в будущем такая возможность уже будет. Спасибо большое за обратную связь. Нам было важно услышать одного из родителей. Понятно, что с семьями мы постоянно были на связи. И на самом деле семьи очень активно вовлеклись в реализацию проекта. В самое начало они зашли. И у нас был такой очень долгий прямой эфир с руководителями всех коррекционных школ, где коррекционные школы, прямым текстом себя рекламировали, показывали, рассказывали, как они живут, что у них есть. И мы на этом этапе сняли ряд вопросов родителей. То есть родители как будто бы успокоились, да, и снизили несколько свою активность. И потом остались в рамках проекта уже те родители, которым было интересно развитие дальнейшее в тех общеобразовательных уже школах, в которые пришли их дети. У нас остается буквально совсем немного минут. Я бы хотела включить наш интерактив с QR-кодом на экране. Всех прошу взять телефоны, включить камеры. Пожалуйста, интерактив. Включить камеры и навести их на тот QR-код, который вы сейчас здесь видите. Там будет всего один вопрос, на который нужно будет ответить. Ответить, конечно, максимально честно. Я тоже, наверное, должна дать какую-то свою оценку проекту, это, наверное, было бы логично. Скорее всего, да, 3 с плюсом, 4 с минусом, с Елизаветой я соглашусь, потому что не все, что мы задумали, получилось полностью. Не было столь тесной связи с родителями, как мы бы хотели. Районы у нас были не так активны, как город Якутск. Поэтому в будущем я надеюсь, что у нас получится реализация будущих проектов на 4 с плюсом, да, поставим себе такую задачу. Тем более, что сейчас мы ждем результатов оценки проектов Фонда президентских грантов следующего сезона. Мы написали новый проект, и он больше посвящен ранней помощи, работе с маленькими ребятишками, потому что тот шок, который мы испытывали, когда... А дальше следующий вопрос не открывается, да, еще? Можно дальше переключить на следующий вопрос, чтобы можно было... Вот, да, вот здесь. В будущем
та сложность, с которой мы столкнулись, что родители действительно только в августе задумались, что будет происходить, а на самом деле задумываться нужно в 3-4 года, что будет с будущей образовательной траекторией ребенка. Да, ставьте, пожалуйста, оценку. Да. Это в данном случае проект фонда, поэтому ставьте оценку фонду в данном случае. Ну и параллельно давайте мы скажем спасибо тем, кто максимально был в этот проект вовлечен. Я должна сказать спасибо Елизавете Александровне. В зале сидит неотъемлемая часть любых проектов фонда, наш бухгалтер, наш руководитель финансовых программ Марфа Романовна Степанова. Давайте вот поаплодируем этим двум замечательным девушкам-женщинам, потому что без них ничего бы точно не получилось. У нас была диджитал-сердечко фонда Ульяна Эверстова. Я надеюсь, она смотрит в онлайне. Мы ей также говорим большое спасибо. Ну и есть у нас еще благодарственные письма, и есть 5 минуток, чтобы их вручить тем, кто сегодня здесь находится, в том числе. Зачитывать будет Екатерина Якубовна, да, видимо, или Елизавета Александровна. Кто-нибудь зачитает. Угу. И оценки. А как мы можем увидеть оценки? Можно будет, да, потом переключить после того, как все оценили? Ага. А все, показать ответ. Хорошо. Зря ты сюда принесла. Екатерина Якубовна хочет там, да, все это проговорить. Помогал нам от управления образования, заместитель управления образования города Егор Афанасьевич. Его мы также вот так вот заочно благодарим, потому что он приходил, участвовал, несмотря на свою огромную занятость, не смог вот только сегодня. Скорее всего, без его включенности также проект не был бы реализован. Девчата, вручаем. Елизавета будет вручать и фотографироваться, хорошо? Благодарственное письмо мы вручаем директору муниципальной общеобразовательной школе средней номер 32 Афанасьевой Лидии Николаевне. Туда пройди. Да, можно поаплодировать. Это такой намек, чтобы еще один класс открылся на новый учебный год, да? Благодарственное письмо мы вручаем представителю региональной общественной организации «Союз родителей детей с синдромом Дауна» Солнышки Якутии Анисимовой Люции Федотовне. Люция пропагандировала инклюзию в образовании уже много лет. Это была такая вишенка, на самом деле, на торте. Именно она рекомендовала пригласить нашего методического эксперта проекта Елизавету Кириллину, которую мы также благодарим за реализацию. Спасибо. И наши очень активные родители. И еще одно благодарственное письмо от уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха-Якутия мы вручаем Поповой Антонине Аркадьевне. Антонина, пожалуйста. Антонина кратко еще успела поработать в нашем фонде, поэтому здесь благодарность в целом за наше сотрудничество. Все удобные вещи в фонде созданы Тоней. Есть еще благодарственные? Все, благодарственные завершены. Спасибо большое. На самом деле есть еще, мы вручим их на наших других мероприятиях. Елизавета, краткое 2 слова. Что будет в будущем? Да. Мы решили продолжить наш проект. И в этом году уже была встреча с представителем управления образования, поэтому родителям хочу пожелать сохранять также внимательность и активность в этом вопросе. Ну и школы, ждите нас. Прозвучало как угроза. Спасибо большое, Елизавета. Я благодарю всех, кто сегодня смог подойти, стать частью нашего мероприятия. Мы не уйдем отсюда без общего фотографирования. Спасибо. Ну и фонд всегда должны, конечно, знать. Да, здесь встаем, пожалуйста, проходи.